День прав человека отмечается международным сообществом ежегодно 10 декабря. В этот день, в 1948 году, Генеральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Второй год подряд аппарат уполномоченного по правам человека в Абхазии отмечает профессиональный праздник научно-практическими конференциями. В этом году конференция посвящена проблеме домашнего насилия, как одной из самых актуальных и острых проблем в республике. В этом году мы расширили формат и проводим уже вторую международно-практическую конференцию, которая также посвящена идее заражения правах человека. И в этом году так уж сложилось, что когда мы планировали этот год и отчитывались парламенту, мы для себя запланировали некий план мероприятий, что мы будем делать и на что мы сделаем акценты. И для нас было неожиданностью, что большую часть времени мы посвятили именно проблеме семейно-бытового насилия. Проблема для нас актуальна, так как с этой проблемой сталкивается абсолютно все мировое сообщество. Где-то есть законные механизмы разрешения этих ситуаций, где-то, как в нашей стране, закона пока нет. Но тем не менее, вот мы собрали рабочую группу, у нас была большая встреча. И самая большая проблема в действительности заключается в том, что мы долгое время делаем вид, что этой проблемы для нас не существует. Второй год подряд Анна Скишмария принимает участие во встречах Евразийского альянса омбудсменов, в который входят более 10 стран Европы и Азии. В рамках этих встреч омбудсмен Абхазии познакомилась с правозащитниками из других стран, и многие из них сегодня приняли участие в научно-практической конференции, которая частично прошла в онлайн-режиме. Мы второй год подряд практикуем видеоконференц-связь. Достаточно удобная коммуникация, которая позволяет нашим коллегам принимать участие дистанционно. И в этом году не исключение. В этом году к нам приехали друзья из кризисного центра Санкт-Петербурга, организация, которая непосредственно практически занимается вопросами оказания содействия и помощи женщинам, попавших в трудную ситуацию. Приехали коллеги-друзья из аппарата кыргызского уполномоченной, которые как раз возглавляют отдел по оказанию помощи жертвам домашнего насилия. Также по видеоконференц-связи к нам подключится госучреждение города Москвы, также кризисный центр. Будет выступать еще ряд спикеров из разных регионов, плюс коллеги региональные коллеги из Южной Осетии, коллеги из Приднестровья-Молдавской республики также будут подключены по видеоконференц-связи, и я уверена, мы услышим их комментарии по этому поводу. Впервые в Абхазию прибыла делегация аппарата уполномоченной по правам человека Кыргызстана. В вопросе борьбы с домашним насилием Абхазия во многом опирается на опыт Кыргызстана, где закон о домашнем насилии был принят одним из первых в Средней Азии в 2003 году, и с тех пор республика значительно продвинулась в решении этой проблемы. Буквально в прошлом году мы аппарат омбудсмена провели мониторинг среди районных управлений внутренних дел и изучали дела по семейным насилиям. И разговаривали с исследователями и выясняли, какие же проблемы. Они нам сказали, у нас охранный ордер действует на 3 дня. Какие же проблемы? Они сказали, что на 3 дня не хватает, женщине приходится опять приходить, продлевать, а иногда у нее нет такой возможности. И мы внесли в парламент предложение, чтобы продлили охранный ордер на 30 дня. Такое наше предложение, и наши депутаты тоже, мы же через них работаем, они внесли такие изменения в законодательстве, президент подписал. Сейчас у нас охранный ордер на 30 дней. И если раньше мужчина мог только по желанию проходить коррекционную программу, то сейчас в обязательном порядке он проходит, насильник, как бы сказать, проходит коррекционную программу. Общественные организации во всем мире играют важнейшую роль в обеспечении прав человека и в том числе в решении проблемы домашнего насилия. Поделиться опытом работы длиной в 32 года приехала Елена Балюбах, руководитель Санкт-Петербургского кризисного центра для женщин. Наш центр занимается оказанием помощи женщинам, пострадавшим от сексуализированного насилия и домашнего насилия. Самая главная помощь у нас – это комплексная помощь, и совместно с психологами у нас работают юристы. Поэтому нам очень важно оказать не только психологическую помощь и поддержку, но и решить клиентский кейс. И для тоже то, о чем мы будем рассказывать, у нас есть государственные шелтеры, с которыми мы сотрудничаем и куда мы перенаправляем женщин. И у нас есть наши отели-партнеры, куда мы можем размещать наших клиенток. Можно сказать, что по сравнению с другими странами Абхазия находится в начале пути по борьбе с домашним насилием. Первым шагом в решении этой проблемы должен стать закон о домашнем насилии, и аппарат уполномоченной по правам человека совместно с представителями правоохранительных органов и депутатами парламента активно занимается разработкой данного законопроекта. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.